Программа «Профи» продолжает знакомить вас с работниками карьера «Нюрбинский». Сегодня мы познакомим вас со взрывниками и маркшейдерами, посетим ремонтный бокс Нюрбинского ГОКа. Взрывы в Накыне – это одна из самых зрелищных работ, проводимых в карьере. На Нюрбинской 2 раза в неделю буквально земля содрогается под ногами от взрывов. Бригада взрывников задолго до взрыва упорно и тщательно готовится к предстоящему взрыву. Они совместно с геологами определяют место взрыва, количество взрывчатки, то, как он ляжет. Функция нашей бригады – получение взрывчатых веществ, завозка их на блок, зарядка. Ну и все остальное. И вот зарядка вот этого взрывчатого вещества как происходит? Зарядку производим согласно проекта и конструкции заряда. Конструкция заряда определяется, там, рассчитывается. И мы получаем уже взрывчатые вещества, завозим на блок и как по конструкции заряда заряжаем. То есть получается вы заранее по проекту вот планируете сколько вещества, куда, как, да? Да. И вот, допустим, по технике безопасности, что примерно надо соблюдать? При технике безопасности мы при завозке взрывчатых веществ выставляем запретную зону. За запретную зону уже не имеет права никто заходить, кроме взрывников, ну и курильщики там вот, если они там выполняют свою работу. Согласно дальше техники безопасности, мы, как вот станок бурит, мы будем заряжать, взрывчатый материал раскладывать там 10-15 метров от станка. А какое взрывчатое вещество? Грамонит, применяется грамонит, здесь применяем пока грамонит. Естественно, для оформления такого масштабного карьера требуются взрывные работы. Ну а весь процесс начинается с бурения вот таких вот скважин. Эти скважины бурятся на основании заранее подготовленного проекта. И вот на эти скважины закладывается определенное количество промышленной взрывчатки. После того, как взрывчатка была заложена, вся работа в карьере приостанавливается. Вся техника, которая привлечена на добычу алмазоносной руды, выносится за пределы карьера. Все дороги, ведущие к карьеру, перекрываются из соображений безопасности. Ведь взрыв – это не только зрелище, но и огромная опасность. Система радиовзрывания «Друза», который включает в себя пульт управления и взрывные аппараты, непосредственно те аппараты, которые устанавливаются на взрываемых блоках. Предпринимаем ряд действий, которые направляем на действие аппарата в нужных нам диапазонах. Все после этого, значит, когда взрывники подключают в режим готовности, его покидает, соответственно, заряженный блок, удаляется за пределы опасной зоны. Я выставляю на пульте управления, задаю координаты каждого аппарата и с периодичностью взрыва между блоками и нажимаю кнопку «Взрыв». А через сколько примерно происходит взрыв после нажатия кнопки? Через 12 секунд. Вот сейчас пошел отчет таймера, это последние минуты, то есть со звуковым сигналом после нее, то есть в принципе после удостоверенности в том, что все люди как бы выведены за пределы опасной техники, никто не находится у нас в районе, то есть я даю команду на взрыв. Через 12 секунд работает первый блок. Все, вам уже надо идти блока снимать, через 12 секунд будет. Все? После нажатия кнопки «Пуск» по истечению 12 секунд происходит взрыв. Вот сейчас вот произошел взрыв, какой объем взрыва был и что сейчас последует после взрыва? Сейчас в карьере производили взрывные работы по скрышным породам. Объем блока составляет 98 700 тысяч кубов. И также происходило дробление негабаритов. Сейчас после взрыва образовалось газовое облако. Сейчас мы ждем полностью его
поветривание, как бы, и после этого поедем на осмотр блоков на предмет отказавших зарядов. И качество дроблей. После взрыва работа бригады не заканчивается. Работники направляются на место взрыва и проверяют участок на наличие невзорвавшихся запалов, измеряют уровень газообразования. И только потом, если здоровью работников ничто не угрожает, к карьеру допускается рабочая техника. Здесь, как и у всех, очень важно соблюдать технику безопасности. Маркшейдеры на карьере. Наблюдая за ними, можно подумать, что они ходят сами по себе, смотрят свой аппарат. Но на самом деле они выполняют важную и значимую работу. В карьере маркшейдеры совместно с геологами ведут контроль за горными работами. Можно сказать, что они делают всю геометрию карьера. Все, что связано с расчетами и измерениями, не проходит без участия маркшейдеров. Ведь горные работы – это дело тонкое. Геологи-маршрутера занимаются геолого-маршрутительским контролем за ведением горных работ, таких как буровзрывные работы, установка границ предельного текущих контуров, слежение за отвалообразованием, гидротехнические сооружения. В общем, все геометрические параметры устанавливают маршрутера. То есть они измеряют, что получается? Измеряем высотные отметки, угловые параметры, то есть всю геометрию карьера. И вот на основании этих вот измерений что делается? Графические данные составляем, по которым рассчитываются буровзрывные паспорта, проекты составляются и как бы многие другие решения задач. А вот вы работаете только вот на этих таких вот больших, вот допустим, карьерах, промышленных или вообще? Нет, маршрутера имеют право работать еще на подземных работах, также на угольных разрезах. То есть везде, где есть строительство? Да, ну то есть не строительство, а как бы горное предприятие, где есть, там и работаем. На строительстве больше геодезист. А вот сейчас, вот сегодня, вот, что вы измеряете? Сегодня мы занимаемся съемкой забоев после взрывов. Собственно, буровзрывной блок, по которому далее будем составлять паспорт буровзрывных работ. Что мы сейчас видим? Урезы воды, то есть хвостохранилище. На этом всё. Как раз во время наших съемочных работ на Кыне проходили свою производственную практику студенты Нюрбинского профессионального технического училища номер 3. Максим Никитин в этом году уже заканчивает училище, учится на машиниста-бульдозериста. Но на госпрактике студенты знакомятся не только со своей будущей специальностью, но и со всеми другими профессиями, с которыми им в будущем придется совместно работать. Ведь на производстве все связано единой цепью. От их слаженной дружной работы зависят результаты производства. Учусь на бульдозера, на машиниста бульдозера. С какого года ты учишься? Я учусь с 2009-го. Вот в этом году должен получить, ну вот в июне должен получить диплом. То есть машинист бульдозера 3-го или 4-го разряда. Вот сейчас, получается, проходишь госпрактику, да? Да, И получается так. А так вот, когда у тебя практика началась, и с чего ты начал? Ну, я начал, короче, так, сначала мы прошли инструктаж по технике безопасности и по охране труда. Это в Мирном. И после этого приехали сюда. То есть мы здесь проходим практику вахтовым методом. 15 дней работа, 15 отдых. Короче, мы должны пройти 2 вахты, получается. То есть получается 2 месяца, да, получается. Вот так. Мы должен работать на бульдозере D9R, маркировка, Caterpillar. Да, это разряд 8. А то есть на технике сидел уже, да? Да. И как вообще? Ну, нормально Технически работать можно, да. Конечно, тут техника иностранная, иномарочная. Вот, там у них все обустроено для работы человека. И там все, ну, не могу сказать, что легко, но работать можно. А вот почему ты вот выбрал именно вот профессию горняка? Ну, это промышленность, прежде всего. Вот сейчас, думаю, промышленность это престижно. Вот. Ну, смотря, ну, видно же, промышленность у нас не только в Улусе, ну, не в республике, но и в Улусе, в нашем Улусе промышленность развивается бурно, можно сказать.
Вот. Надеюсь найти место свое. Вся специализированная техника, которая привлечена на добычу алмазоносной руды в карьере Нюрбинский, естественно, нуждается в ремонте. И вот для этого был построен вот этот вот ремонтный бокс, где расположены 9 специализированных цехов. Вся техника Нюрбинского ГОКа ремонтируется здесь же в Накыне. Специалисты, дабы не остановить производство из-за поломки техники, дни и ночи трудятся в поте лица. Так как техника не самая новая, поломки здесь случаются довольно часто. Тут же изготавливаются некоторые запчасти, но в основном мелкие. Ну а если поломка достаточно серьезная, к примеру перелом стрелы, и если нет специальных станков, техника отправляется на ремонт в город Мирный или Удачный. Ремонтный бокс настолько огромен, что даже за час невозможно его обойти полностью, поэтому мы весь день посвятили именно ему. Чтобы познакомиться с работниками ремонтного цеха, нас сопровождал один из молодых и перспективных специалистов Нюрбинского ГОКа Андрей Николаев. Вот это зона текущего ремонта для горной техники, цеха по ремонту горной техники и оборудования. Вот. А вот зона автосамосвалов, текущего ремонта все. Давайте пройдем туда, посмотрим, чем занимается в данный момент самосвал. Сейчас занимаемся ремонтом. Меняем ШСЛ на раме А, так называемый. Должен пройти, посмотреть, показать детали. Вот эта ШСЛ, так называемая, втулка скользящая. Вот она была разбита, мы сейчас ее заменили. Сейчас они ее будут на место запрессовывать и потом уже все собирать на место. И уже машина будет потом коробку поставят. Для этого мы сняли, демонтировали коробку. Сейчас будут монтировать коробку и все, машина будет готова. Давайте пройдем. КамАЗ уже после ремонта полностью на ходу. Вот этот самосвал? Да, будет полностью на ходу. А вот месяц примерно сколько вот таких вот самосвалов приходит на ремонт к вам? Таких, самосвалов всего у нас 24 штуки. 24. Ну и каждый самосвал обязательно приходит с мелким ремонтом. С большим ремонтом, конечно, пореже. Но сейчас у нас в связи с кризисом, из-за отсутствия запчастей, нехватки запчастей, у нас сейчас 4 самосвала стоят без запчастей, в ожидании запчастей. А вот сами как-то своими руками вы что не делаете, без заказа откуда-нибудь? Без заказа, да, мы изготавливаем сами втулки, это для нас есть токарный цех. Если чего-нибудь не хватает, мы это сами изготавливаем. То есть металл, все вот это есть, и производим изготовление цеха, который возможно. Пройдем без заказа. Токарный цех примерно что изготавливает? Кроме вот таких втулок, мелких деталей. Ну, болты, гайки, что еще? В основном втулки такие вот. Это основные как бы их задачи, которые не хватает у нас деталей. Мы сами изготавливаем все, не заказываем. А вот он непосредственно токарный Вот цех. токарный цех, да. Вот наши станки, которыми мы занимаемся. У нас сейчас на данный момент один только. Это станок, он изготавливает детали диаметром от 6 Токарный цех Накына. Благодаря этому цеху все необходимое для ремонта горной техники, мелкие запчасти изготавливается на месте. Во время наших съемок свою очередную вахту проходил токарь с 20-летним стажем Василий Кулаков. А вообще Василий Николаевич с металлом дружит с класса так 8-го. Вот на трудах пришел, посмотрел, понравилось мне. До этого думал, токарь это только вот электричество. А когда пришел на труды, там 7-й, 8-й класс, понравилось. Вот после 8 классов, в 1968 году, вот стал в станку учеником токаря, это в Бурятии там. Ну, поработал до службы. На службе пришлось поработать на
корабле покорил. Вот молодым людям, которые хотят стать токарями, что им, какие качества нужны, какими качествами должны они обладать? Ну, скажу за себя, вот у меня почему-то как-то душа вот потянула, понравилось мне вот. С металлом возиться. Да, вот, ну как это все, железо же, металл, все, а он податлив, правильно подойти к нему, бывает простецкая деталь, обороты маленькие увеличишь или наоборот маленькие, не получается. К нему тоже надо подход. Ну а молодым, если душа зовет к станку, это тяжелый труд. То, конечно, если просто так время провести, это мучение на всю жизнь. Далее мы направляемся в моторный цех. Все внутренности техники ремонтируются именно здесь. Вот здесь вот мы занимаемся ремонтом двигателей, дизелей и ремонтом агрегатов. То есть коробки, бортовые редуктора, гидротрансформаторы. Вот здесь занимаются агрегатными ремонтами узлов и агрегатов. Здесь занимаются ремонтом двигателей. Давайте пройдемте, покажем. А отдачи нет никакой? А? Отдачи нет никакой? Он затягивает 250 килограммов. То есть руками что-то откручивать не надо, да, получается? Да, здесь можно и руками будет более долго. Долго, да, конечно. И на такое усилие нужно, то есть большой рычаг. А этим ключом можно завернуть на нужное усилие, здесь переключать, отворачивать в переположение. А вот сила закручивания тоже вот регулируется? Да, можно поставить, допустим, на 300 килограмм, 300 ньютон заворачивать, можно поставить до 1000 ньютон, больше. Ну вот это заворачиваем ориентировочно, а затем еще специально динамометрическим ключом заворачиваем чисто для контроля, как положено по инструкции. Снимаем. Все уже открутилось, да? Все, вот здесь видим стружку, продукт износа, то есть здесь поврежден уже подшипник. Все, что нужно для ремонта, запчасти и инструменты хранятся в специальном складе. Именно туда мы и направляемся дальше. Это у нас зона техобслуживания вообще здесь. Самосвалы проходит техобслуживание. Это у нас инструментальный цех. Происходит учет и выдача инструментов. Туда пододвинуть, чтобы она не вышла. Хранятся здесь, да. Учет и выдача. И инструментальщик отвечает за инструмент. То есть один, За допустим, поломку, механик приносит с собой инструментов, приходит сюда и забирает их. Да, он все записывает на тетрадь свою, и вот эта выдача происходит. И учет. У нас вообще сейчас работает более 20 человек в дневную смену. Ночную смену где-то 11-12 человек работает. Ну, примерно вот в вахту 34 человека, 35 в целом там людей. И вот все они вот ремонтируют. Все они, да, задействованы в ремонте. А вообще вот хватает людей вот на ремонт? Они справляются? На ремонт нет, не хватает сейчас людей. И специалистов сейчас не хватает. А вот уже склад. Это у нас склад, теплый склад, так называемый. Тут у нас хранятся запчасти, такие в основном мелкие, уплотнения, датчики, ну такие, которые не приспособлены еще на улице к хранению. Ну и вот это вот новые запчасти, которые поступили на ряд заказов. Сейчас у нас кладовщик Бузмин занимается этим отчетом. Потом она будет постепенно уже по каждому стеллажу, и каждый стеллаж отдельно. Да, каждый стеллаж здесь какой-то определенной техники. Все это представляется. И приходим, говорим просто номер запчасти. Она нам говорит, такой стеллаж, такой-то ящик. И мы там уже в ящике ищем те же уплотнения, датчики, ну, такие мелкие запчасти. А откуда они вообще заказываются, перевозятся? Заказы вообще делаются механиками, мастерами, начальниками участка. И они
заказ принимает, потом идет в ПТО, главный потом начальник ПТО оформляет наряд заказ и уже идет в компанию. Компания эти деньги выделяет и уже заказы отправляет в восточную технику. У нас, Caterpillar это в основном восточная техника, и все запчасти через нее оформляются. И есть, которые запчасти в России, есть запчасти, которые из Америки приезжают. По всему миру завод восточной техники. Обслуживание это все единая система Caterpillar. Этот зубчик уже находится на ремонте. А в первозданном виде он выглядит вот примерно вот таких вот размеров. А за месяц он настолько изнашивается, что достигает вот таких вот маленьких размеров. Здесь у нас находится наплавочно-расточной комплекс. То есть изношенные отверстия, разбитые отверстия, восстанавливаем. Наплавочным комплексом, значит, поверхность наплавляем специальной проволокой. После этого делаем проход, растачиваем. Потом снова наплавляем. И так мы восстанавливаем нашу настоящую поверхность именно нужного диаметра. То есть, получается, вся ваша техника уже ремонтируется? Да, ремонтируется по месту, никуда не вывозится. Если выводится, только особо такой сильный ремонт, допустим, перелом стрелы, там, где у нас нет специальных станков, то мы вывозим в город Удачный. Или, допустим, в город Винный. Все в основном стараемся выполнять здесь по месту. Все сварочные работы, все трещины, все мы выполняем здесь. То есть здесь как бы у нас закрыто зимой от холодного воздуха щитами. Для того, чтобы холодный воздух не проникал и свежий шов, в смысле горячий, не лопнул. То есть как бы это у нас положено по технологии. А вот ковши часто ломаются, часто изнашиваются? Ковшам у нас в технике, в принципе, около 10 лет, то же самое и ковшам. Усталость металла как таковая, плюс разница температур, то есть бывает как бы мороз, после этого оттепель. Вот во время оттепели происходит вся эта структура, меняется, металл хрупкой становится, и происходит у нас лопаются трещины. После этого, допустим, уже мы ставим на ремонт. В сегодняшней передаче мы познакомили вас со взрывниками, маркшейдерами, посетили ремонтный бокс Нюрбинского ГОКа, а в следующей передаче мы с вами посетим фабрику номер 16 вахтового поселка Накын.